Аза Имагожева на приеме у врачей. Аномальная жара спровоцировала ухудшение состояния здоровья. Женщина чувствует недомогание. Жара, она сама по себе ужасна, а на меня это влияет очень сильно. И конечности немеют, и вообще чувствую себя ужасно. Вот, поэтому, собственно, и пришла в амбулаторию, к доктору на прием. Метеозависимые люди в эти дни чувствуют сильные головные боли, слабость, усталость. В амбулаторию Магаса ежедневно обращаются за помощью специалистов все больше пациентов, которым она оказывается в полном объеме. Это связано прежде всего с высоким давлением. Холестерин тоже, лабораторная диагностика тоже меняется. Холестерин дает о себе знать, он, соответственно, повышается. И бывают такие случаи, когда уже пациент приходит и с 200 давлением, и 190 давлением. Мы неотложную помощь оказываем, сразу снижаем артериальное давление, успокаиваем пациента. Можно применять либо теплое питье, горячий чай, сладкое. Есть метеочувствительные люди, которые после приема жидкости даже, или же теплого питья, или горячего чая, обычно даже воды, они уже успокаиваются, и состояние их здоровья нормализуется. Но в любом случае, поступивший к нам пациент, только после полного его удовлетворительного состояния мы его отпускаем домой. Дальше уже он наблюдается. Сильная жара негативно влияет на здоровье. Из-за обильного потоотделения нарушается водный и солевой баланс в организме, в результате чего ухудшается питание мышечных клеток и работоспособность организма. Увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. Особенно сложно приходится людям с хроническими болезнями. Сухая погода, сухой климат, да, повышенная влажность, она сказывается на том, что расширяются сосуды головного мозга. Это очень чувствительно для тех пациентов группы риска, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью сердца. Поэтому такой контингент пациентов необходимо контролировать постоянно артериальное давление. Хроники, да, с хроническими заболеваниями, особенно с инфарктами, с ишемической болезнью сердца, с гипертонической группы лиц и инсультные больные, повышенную температуру лучше сопровождать, чтобы кто-то из членов семьи их сопровождал, потому что риски высокого давления могут пагубно сказаться на состоянии здоровья. Это будет сопровождаться такой клиникой, как боли, ломота в суставах, головные боли, подъем артериального давления, головокружение, спутанность сознания, то есть свыше 30 температуры, когда достигается, это пагубно сказывается на состоянии здоровья. Медики просят без необходимости не выходить на улицу, а если все же нужно, избегать прямых солнечных лучей. Постарайтесь поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе, но не менее 23 градусов. Выбирайте светлую одежду из легких натуральных тканей и не забывайте о головном уборе. Прежде всего хочется сказать, чтобы пациенты, относящиеся к группе риска, метеочувствительные пациенты, они прежде всего сопровождали свой охранительный режим, соблюдение медикаментозной терапии. Обычно заранее люди, уже зная, что погода меняется, они пьют свои гипертонические и гипотензивные препараты. Это больные хроники, поэтому у них уже свой перечень лекарственных препаратов есть. Строго соблюдать свой охранительный режим в плане, чтобы в высокую погоду кто-то сопровождал, кто-то был рядом, чтобы в случае падения на улице или где-то оказавшись, не был он один. При сильной жаре в воздухе становится меньше кислорода, а курение еще больше усугубляет ситуацию. В крови сжигается так называемый внутренний кислород, из-за чего у курильщиков в жару чаще случаются спазмы сосудов, поэтому очень важно избегать вредные привычки и придерживаться ЗОЖ. Медики напоминают, что необходимо включить в ежедневный рацион как можно больше свежих овощей и фруктов, пищу, приготовленную без масла, отварную и тушеную. Рацион в жаркую погоду должен быть легким и сбалансированным. Зелимхан Калоев, Акрамат Дасхоев, Магас 24.